как я люблю. Всем большой привет. Река Печора. И у нас последний лед. Скоро, очень скоро на лед будет уже не выйти. Вон, как мы видим, все здесь открыто по берегам. Берег справа, берег слева, все размыто, все открыто. Волна уже идет, потому что сегодня у нас ветер. И сегодня на календаре уже 31 марта. С 12 марта уже плюс. Вот считайте сами. Грубо говоря, 20 дней плюсовой температуры с ветром. И нехилый плюс. Что-то говорят, по телевизору сегодня смотрел, в новостях. Такой март последний раз был где-то лет 150 назад. Такой жаркий март. Но это все обманчиво, потому что будет апрель, будут еще и холода, и все то, и снега, и холода. Но это нас уже будет не касаться, потому что на лед уже не выйти. Но пока на лед мы еще выйти можем, я так думаю, мы еще порыбачим. И по итогам сегодняшней рыбалки мы вечером будем решать, оставим мы наши палки еще на денек или будем поднимать. Все, погнали на проверочку, берем с собой лыжи, берем пешню, червей, мальков, ну в общем все необходимое берем для проверки, что и начинаем проверку. Дело налаживаем свою импровизированную переправу. Палки здесь больше мешаются, чем помогают, наверное. Здесь вот все продавило уже. Попробуем чуть левее. Так. Как-то вот так. Тут, думаю, уже держит, наверное. Но если провалимся, утонуть здесь точно не утонем. Как минимум, только искупаемся. Как максимум, вернее. Так. О, видите, да? Глубина, ну, где-то по помидоры. Это здесь, сразу возле берега. Тут уже по грудь, здесь уже метра полтора. Так что, ну нежелательно проваливаться. Я так думаю, здесь сильного течения нету. Сразу на подлёд не унесет. Вода, походу, пошла на прибыль, потому что 2 дня назад было еще мельче. Сантиметров на 20 вода прибыла. Эх, это не зима. Ну, с Богом. Вон, вот эти темные места, они тоже очень опасны. Сегодня ночью-то подмораживало до -2, но уже в 6 часов утра была нулевая температура. И сейчас где-то уже опять +5 с ветром, солнцем. И весь лед тает просто на глазах. Так. Ну что, как обычно, проверяем первым делом наши палки. Вчера они вообще ничего не дали. Посмотрим, что сегодня дадут. И потом уже почистим наши продольнички, проверим. Вон, как мы видим, тут даже проверять нечего, и так все ясно. Ледок есть. Если дома было где-то -2, то здесь, наверное, -5-то было, наверное, лед замерз. Это все надо опять будет отдалбливать, чистить. Леска у нас замерзает. Ой, не, закидывает, вернее, не замерзает. В общем, на первый взгляд поклевок не видать. Поклевок не видать. Перевернутых удочек тоже не видать. Не знаю, когда они работают.
Иногда, конечно, я знаю, когда они будут работать, эти удочки, когда уже льда на реке не останется. Последнюю неделю перед ледоходом они будут работать, когда уже на лед будет не выйти. Пока тишина, даже ершей нет. Травой забивает червей, все забивает. И вижу. Вот одну удочку только перевернул, вижу. И то не факт, что там что-то есть. Вот одна удочка только перевернута. Ее, возможно, перевернуло ветром. Да, здесь тоже никого нет. Пусто. Удочки не работают от слова совсем. Мы не теряем надежды. Все равно сейчас мы их все отдолбим, почистим от травы, поменяем червей, опарышей и будем ждать поклевок. Вчера, по крайней мере, одна поклевка была. Это Дима здесь рыбачил у нас. 3 лунки. Если будет ловиться, то не вопрос. Удочки у нас есть, будем ловить на удочки. Это даже интересно. Но не вижу смысла торчать на этих удочках, особенно днем, когда ничего не ловится. Рано утром у нас опять приехать не получилось. Так что будем ловить вон на наши палки, на наши продольники. Что-нибудь здесь обязательно будет. Без улова они точно не оставят. Так, занимаясь, в общем, ерундой, распутыванием своих удочек, тут запутало, закрутилось все. А эту только что посмотрел. Слышу, что-то шаркнуло по льду. И вот удочка повисла на бумеранге. Но рыбы нет. Или она сошла, или ветром переворачивает бумеранг, я не понимаю. Ну-ка, сейчас посмотрим червя. Да даже червь вроде бы на месте. Опарыш тоже. Вот вторая перевернутая. Возможно, уносит ветром. Так вот поставим вдоль по ветру. Ну так бы унесло, а так переворачивает. Значит, поклевки были. Были поклевки. Может быть, возможно, на нимфу. Перевернуло и сошло. И вот вторая перевернутая тоже. Давайте глянем. Тоже недавно перевернул. Ой, проверил. Тоже никого. И червь целый. Странно. Может быть, ветром переворачивает. Так, как-то по ветру, по диагонали, бочком так попробуем поставить. Если бы ветром, наверное, унесло, а не перевернуло. Пока ничего не ясно. Но 2 удочки перевернуло. Остальные же не сносят, не переворачивают. Именно эти 2. Так что, возможно, на этих были поклевки, которых я не заметил. Рыба дернула. Оп. Есть. Это что было? Да, поклевка. Поклевка. Вот он. Ха-ха-ха. Вот он, кто переворачивает-то. Наконец-то долгожданный хариус. Вот так вот. Он, кто переворачивает-то. Вот это уже интереснее пошло. Неужели у них проснулся аппетит? 2 дня уже толком не было. Дай бог, конечно, чтобы это было так. Но это мы уже, получается, не на вставную, а на игру. Вот при нас она клюнула, и мы успели подсечь. А если не успеваешь, получается, она сходит, не заглатывает. Бывает так же, конечно, что она в заглот идет до желудка, когда аппетит есть, и потом уже как бы реже срывается. Так, этого мы поймали. Есть первый харь. Нормальный такой, как на лесной речке. Вот такой же крупненький, хорошенький.
И вот тут вот надо еще поиграть удочкой. Здесь, скорее всего, тоже что-то было. Потому что удочка тоже была перевернута. По дну постучим немножко грузилом и оставляем. Очень легко удочки переворачиваются сразу. Если не бумеранг, они бы утащили. Он просто даже за счет грузила вон. Я специально купил такие легкие удочки для них. Во-первых, они очень компактные, складываются. И вообще 5 удочек, допустим, в таком пакетике. Не то, что вот эти деревянные палки, которые у меня раньше были. И с таким льдом, без снега, с деревяшками как бы немного неудобно. Надо сверлить или продалбливать дыру на верхнем льду, втыкать. В морозы иногда они примерзают, ломаются удочки. Ну, неудобно. А тут вон, все компактно, все культурно, все удобно. И, как мы видим, даже и продуктивно. Но насчет продуктивности рано еще говорить. По крайней мере, 2 поклевки были. Одна здесь. Возможно, может быть, укололась. Вторая там. Того мы поймали. О! Перевернута еще одна удочка. Нет, рыбы нет. Пока сразу же шевельнем. Да ладно. Остальные же не переворачивают. Вон сколько удочек. Все нормально. А эти, значит, кто-то их дергает. Тут много-то ума не надо. Раз дернул, и она перевернулась. Да нет, вроде бы все целое. А кто же перевернул? Кто же похулиганил? Нет, ветра навряд ли. Все равно кто-то помог перевернуться. Интересно, это кто? Нам еще осталось сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 удочек поправить. И там парочку. Долго, муторно, но если ловится, то интереснее. Так вот смотришь, раз, подбежал и все. На продольнике продуктивнее, но меньше интереса получается. Ты просто проверяешь, собираешь урожай, чистишь, ну как бы монотонная, как работа получается. Здесь хоть какой-то спортивный интерес есть. Клюнул его, сейчас вот мы поиграли, хапнул хороший харь. Вот. Он даже грузилом переворачивает. О, это что? Это или течением, или что покачивает? Возможно, течением грузило. Нет, это не рыба. Ну, начало есть уже хорошо. Потом, когда проверим все удочки, проверим все продольники, будет время, просто обуримся и будем просто ходить тоже с мормышкой. Но сначала надо проверить все. Ладно, начало есть уже хорошо. Опять перевернула. Все-таки это, наверное, ветром. Ветром бы уносило в сторону. Да, это ветром. Вот так вот надо. Так, наверное, не будет поворачивать. Все-таки боком это ветром переворачивает, получается. Ложная тревога. Вот опять эта удочка перевернулась, которая поймала хариуса. А, вон, все понятно. Ветром переворачивает ее. Надо
по ветру ставить. Так она давит туда, вот ветер северный получается. Так она не перенется боком, она переворачивается от ветра, оказывается. Все ясно. Или груз висит у нас. Груз тоже висит немного. Сейчас груз приподнимем, чтобы он на дне лежал. Немножечко. Вот так вот. Теперь давление будет поменьше. Груз на дне, мормышка, нимфа сверху. Нормально, тем более вода прибывает с запасом. Все, теперь не будет в холостую переворачивать. Все, погнали дальше. Так. У нас еще один перевертыш. На всякий случай сделаем подсечку, но подсечка не нужна. Не знаю, или от ветра, или все кто-то все-таки дернул. Непонятно с этим ветром. Стоят, стоят, потом бац, перевернуться. Вон еще один перевертыш вижу. Еще один перевертыш. Я еще не успел. Вот у меня 3 удочки осталось не проверены. Так, здесь тоже, скорее всего, ложная сработка. Немножко сделаем повыше груз, чтобы лежал на дне. Ну-ка, что с червями? Опа, она здесь что-то нету нимфы. Нимфа у меня с тонкой леской. Оборванная нимфа. Что-то, значит, серьезное было. Нимфа у меня местами привязана на 0,14, 0,16 леску. Основную-то не порвут, если не щука. Щука может перекусить. У меня основная леска 0,28. Она выдержит хоть налима пару килограммов, который. А тут, видать, что-то было серьезнее. Тонкая леска с нимфой. Тонкая леска с нимфой оторвана. Ясно все с вами. Друзья, настраивая удочку, и последовала поклевка. Он сколько она стояла. Сейчас вот выдолбил. Настроил, вот так вот оставил, и сразу же последовала поклевка. Так что Хариус рядом. Хариус где-то здесь. Здесь вот стоит кормушка. И клюнул. Сверху у меня нимфочка. Снизу червяк. Вот видите, да? Поклевка есть. Кто-то здесь есть. Ну, этот кто-то не хочет брать. Аппетит плохой. Когда аппетит хороший, они берут сразу. Ну-ка попробуем на стоячего. Стоячего. Сколько здесь стояла она? Попробуем на игру. Или не крупный, или не активный, но что-то но не ёрш. Ёрш немножко по-другому клюет. Я как бы до сих пор еще не выставил. Вон у меня раз, два, 3 удочки еще осталось. Сейчас до конца уже поменяем, отдолбим, чтобы, если что, поклевка была, можно было спокойно вынести, вытащить. Ну, неактивно клюет. Что-то ему не нравится. То ли леска толстая, то ли червяк невкусный. Сейчас посмотрим, он на что клевал. На червя или на опарыша. Вот такой вот опарыш. Вот такой вот червяк. Не знаю.
Ладно. Будем ждать активности. Рано или поздно они все равно активируются. Дай бог, чтобы к этому времени лед еще был более-менее крепкий. И вот когда они активируются и будет клевать, это очень интересно, конечно. Но. Пока вот как-то вот так. Редкие поклевки. Очень редкие, даже скажем, вот сколько удочек я поменял, уже все молчат. Надо постоянно ходить, шевелить. Но нам пока этим заниматься некогда. Сейчас поменяем все, потом продольники, потом будем ходить и проверять. Шевелить. Тишина. Так, у нас опять перевертыш. Опа. Вот так вот. Вот так вот не надо. Так даже через перевертыш могут утащить. Что-то слабо кивок закреплен был. Так, ну что, сам опять перевернулся. Червяк вроде бы как целый. Опять ложная тревога. Пойдет еще такой. Так, ладно, закончили мы проверку наших удочек. Поймали хариус одного. Ну, это не на вставную, это на игру уже получилось. Но все равно. Главное, поймали. И теперь начнем проверку наших продольников. Так как? Поплотнее вот так вот. Ага, нет. Вот в это отверстие поплотнее вот так вот сунем. Плотнячком. И будет все окей. Опа. Пробили. Есть пробитие. Немножко отпустим. Вот так. Неужели так быстро вода прибывает? Сантиметров 10 еще как бы надо отпускать. Ну, ловись, рыбка, малая велика. Пошли проверять продольнички. Поехали. Я так думаю, проверка наших палок будет интереснее, чем рыбалка на удочке. Ну, по крайней мере, это я так думаю. А как будет на самом деле, мы сейчас это увидим. Так, ерша у нас никто не хочет есть. Налимчики никто не хочет есть. Гальяна никто не хочет есть. Червя хочет есть ёрш. Второго червя хочет есть второй ёрш. Третий ёрш. 3 ерша. И все гальянчики на месте. Вот такая вот картина. Видите, на продольнике ёрш ловится, на вставные удочки ёрш не ловится. А почему? Что за вопрос? Да потому что он насос. Ладно. Вы мне еще попадетесь. Так, у нас опять перевертыш. Ветра вроде бы так сильного нет. Вон темные пятна уже, это, конечно, опасно. Что-то, видать, дернуло. Что-то дернуло и ушло. Сейчас посмотрим первым делом, на что клюнуло. Так, ага, здесь клюнуло на нимфу. Клюнуло на нимфу, потому что на нимфе нет опарыша. Червяка не тронули. Сейчас поставим свеженького опарыша. Но навряд ли, если он уже перевернул, значит, давненько он тут болтался.
Просто сразу я не заметил. Ну, сейчас попробуем. Бывает даже то, что они и уколотые берут второй раз. Или, может быть, там второй рядом стоит. Стучим по дну грузиком. Привлекаем внимание. Нет, скорее всего, это был хариус или язь. Клюнул на нимфу, дернул. Перевернул удочку и ушел, сорвался. Скорее всего, язь. Они слабо цепляются и потом сходят. Если сразу подсечь, то еще можно. Ну, видать, заметил поздно. Ну, хоть что-то начало шевелиться потихоньку. Вторая поклевка за целый день. Как раз перекусывали, пили чай. Что-то кушать захотелось. Перекусили и сейчас проверим все продольники. И потом или там, или здесь. Но там тоже попробуем. Там место хорошее. Мелко, камушки. Может быть, хариус поклюет немножко. Вон сколько удочек. И ни одной поклевки. Рыба, не может быть, чтобы ее здесь не было. Рыба здесь есть. Место нормальное, но просто она не хочет есть. Так, все убираем. Чтобы ранее, и пойдем дальше проверять. Успел прийти, опять перевернулся. Да что там такое? Та же самая удочка. Да? А, червя не посмотрел. Все нормально. Ветром, что ли, переворачивает? Давайте так поставим по ветру. Только стоит уйти, и переворачивается. Хитрая рыба здесь. Хитрая. Ладно, попробуем еще раз заставить. Опять поднялся ветер. Опять поднялся ветер. Так, что у нас здесь сегодня? Походу тоже ничего интересного. Небольшая натяжка есть, но это, скорее всего, ерши. Вон даже малька никто не ест. Вчера насадил несколько крючков на малечков. О, бычок, подкаменщик. Краснокнижник ты наш. Иди гуляй. Вон такой вот бычище. Какого хрена его красную книгу завели, такого страшного? Он так никому не нужен. Бычок, подкаменщик. Так, ну, один ёрш. Не густо. Так, у нас два перевертыша. Но это, скорее всего, наверное, от ветра. Тут вообще червяк без нимфы. Скорее всего, это ветром переворачивает, потому что поднялся ветер и пошли перевертыши. Слишком легкие удочки. И получается переворачивает.
Что одна удочка, что вторая без нимф. Только с червями. Ложная сработка, в общем, проверить надо. Опа, это что? Блин, сердце ёкнуло. Облет цепляет и... Интересного точно ничего нет. Потому что нет никакой натяжки. Еще и облет зацепляется. Вчера здесь тоже она у меня цепляла. Как-то лед получился у нас с острым. Краем, что ли, непонятно. Вроде под углом лунки сверлил. Каждый крючок, в общем, цепляется. Каждый. Или течение сильное, что ли. Ладно, друзья, ничего интересного здесь рыбы нет. Вон малечки живые. Черви целые. Один ёрш только попался, и все. Только ёрш. И все. Опа, что-то запутало. Что-то здесь походу было. Просто так бы оно не запутало. Что-то у нас здесь было. Было, но ушло. Вон как все запутало. Покрутило неплохо. Так. Ёрш дохлый, второй дохлый. Ну, он весь продольник перепутанный. 100% что-то здесь висело. Но не дождалось, ушло. И записку не оставили, кто тут был. Ладно. Ты мне еще попадешься. Распутаем, поставим и будем ждать еще одной поклевки. Вот так вот все путают они. Так, пока мы распутывали продольник, у нас еще одна удочка перевернулась. Оп, никого нет. На червя кто-то покоцал, значит поклевка была. Поклевка была. Это уже хорошо. Сейчас посмотрим, может быть еще клюнет. Была поклевка на червя. Вовремя они потекли, и он ушел. И он ушел. Уже хорошо. Давайте, давайте. Долбите. Долбите, долбите. Потихонечку рыба начинает просыпаться. Очень-очень тихонько. Вот когда вот будем не успевать от удочки к удочке бегать, вот тогда будет интересно. Оп. Видали, да? Видали? Приподняла кивок. Что-то подошло. Кивок вот так аж тык-тык-тык поднялся. Что-то было. Что-то было. Ну-ка попробуем поиграть. Может, мормышку хапнет. Что-то кто-то подошел. Ну, что-то кто-то очень аккуратный, нежный.
Не хотит. Не хочет. Так, ну здесь вроде бы натяжечка есть. Что-то сидит, да, что-то дергает. Так, мальки у нас на месте. 2 малька. Вон третий маляк на месте. И тоже течением цепляется об лед. Третий на месте. Так, кто там у нас дергает? Видно, да, надеюсь? На последнем, что ли? Язенький язючек. О, на малька взял. Взял на малька. И там на последнем, скорее всего, тоже взял на малька. Который запутал, тоже, скорее всего, был язь, значит. Вот смотрите, да, им червяк не нужен. Малька подавай. Ну, хочешь малька, на тебе малька. У нас немножко еще осталось малечков. Пожалуйста, не жалко. Вот тебе малечек. А мелкие крючочки на червячочков. Так, ну вот. К нашему хорюсу язь добавился. Уже интереснее, уже веселее. Янскадан. Так, ну и последний продольник на этом участке. Натяжка. Натяжка вроде бы есть. Что-то натянуло. Что-то есть. Давай сига, мы сига давно не видели. Что-то идет. Непонятно, вообще не дергается что-то. Ага, все с вами ясно. Кулома. Кулома. И вот еще язечек. Ушел. Чуть бы не ушел, вернее. Сорвался с крючка подвязок. И вот такой вот хорюзок попал на раз крючок. И на два крючка попал. Один за губу, один за глот. И уже кулома. Вот подох. Умер. С вчерашнего вечера. Помер, так помер. Что теперь? Пойдешь на сковородку. Ну вот, Янскадан. Уже интереснее. Подвязок и хорюс. Рыба есть. И она начинает немножко есть. Это уже радует. Тинкс. Вот и правый берег наши продольники. Как мы видим, течением палку бьет. Здесь и течение, и глубина. И промывает. Вот уже начал темнеть. И походу никого. 2 малька живые. Опа! А третьего кто-то покусал. Видали, да? Кто-то откусил голову третьему мальку. Это проделки язя, скорее всего. Значит, язь есть. И он даже хочет... Вон второй малек. А нет, тут червяк был. Тоже пустой крючок. Скорее всего, язь был и ушел. А на маленькие крючки никого. Так что язь есть. Сейчас наживем свежими червячками, мальками. И, возможно, мы язя здесь еще увидим. Так, ну а здесь, мне кажется, что-то интересное будет. Не знаю почему, но предчувствие такое, что
Что-то будет так. Не, никого. Обмануло меня мое предчувствие. Натяжки нет. Вообще даже слабенькой натяжки нет. Лунки делаю под углом уже, все равно цепляется об лед, потому что течение здесь сильное. Ладно, это долго и муторно. Рыбы здесь нет, это 100%, так что встречаемся на следнем продольнике. Здесь у нас походу тоже пусто. Ну вот вчера правый берег обрадовал, хотя вон крючок пустой. А сегодня на левом берегу лучше дела. Ну как бы еще не вечер, 4 палки еще есть, мальки вон живые. Что-то не густо здесь рыбой, не густо. И дальше все пусто. Ладно. Еще не вечер. Что-то непонятно. Небольшая натяжечка вроде есть, но не тяжелая. Что-то не крупно идет. Или ёрш, или жиган мелкий. Да, это ёрш. Один ёрш и все. Не густо. Совсем не густо. Так, ну а здесь вроде бы кто-то есть. Кто-то дергает. Не сильно большое, но чувствуются потяжки. А уже нет. Уже сошел. Одергал. Все, начало легко идти, была натяжка такая, и кто-то дергал. Сход. Сход. Кто-то был, но ушел. Так, у нас опять вышло солнце, потеплело, ветер. И вот вижу прямо, где вот черные места. И там дальше вот треугольник черный. Я помню, там полыня была, затянула где-то, наверное, в середине декабря, только и то не затянула, а, видать, закидала снегом, потому что видно, то где была полыня, там черные места. Вот раз, два, три, 4, и вот здесь все черное тоже. Но пока верхний слой еще держит. То, что небольшой ночной заморозок был, пока держит верхний слой, мы на льду. Как только он перестанет держать, значит надо уже отсюда дергать. Так, что, небольшая натяжка есть. Кто-то клюнул. Опа, и кто-то запутал все опять. Хариус, наверное, нет? Ну, что-то мощненько такой. Язь. Опачки. Вот такой вот язентий здоровенький. Тоже все запутал. Янцикадан дождался, не ушел. Хорошо, отлично. Так, мы это дело распутаем. Все, больше никого. И ёрш еще напоследок. Один язь, один ёрш. Ничего, неплохо. Зато он какой красивый, красавчик. Настоящий язь, это уже не подъязок. Так, значит, язь шевельнулся. Может быть, еще
что-нибудь да увидим интересненькое в плане озей. Сига нету, ни одного сига еще не видел. Почему-то. Или не шевельнулся, или жрать не хочет, не знаю. Но пока его не видно. И на том спасибо. Так, теперь аккуратненько все это дело надо распутать. Долго не проверяешь, они потом вот что делают. Крутят, вертят, путают все. Ладно, распутаем. Это ерунда. Так, ну вот и притопали мы к крайнему продольнику на правом берегу. Здесь у нас глубина мелкая, как мы видим, вместе со льдом по грудь. Но вода прибывает. Вода прибывает. Вчера у нас здесь был язь, вроде бы, не помню уже. Что-то было у нас. Сегодня тоже вижу натяжечку, но зацепился об лед. Твою дивизию. Так, вроде один крючок ушел с мальком. Малька никто не тронул. Второго никто не тронул. Так, на третьем у нас ершище. Слабо зацепил. Не, кто-то там дергает. Что-то небольшое там вроде бы даже и есть. Ну, очень небольшое. Типа хорюшка, что ли. Опять зацепились за лед. Твою мать. Течение. Так, все, отцепились. Так, ну что там? Ох ты! Вон кто пожаловал. Налим. Налим пожаловал, но этот ни туда, ни сюда. На малька взял, мы тебя отпускаем. Вот так, иди, плавай, друг. Не путай, только не путай. Все. Ты по-любому выживешь. Вырастешь через пару лет, приходи по новой. Ну все. Как-то вот так. Скорее всего, он взял на малька. Закончили проверку палок, продольников. Что у нас здесь? Здесь у нас сегодня только один язь. Вчера было интереснее. 2 хариуса было, хариус сегодня нет. На том берегу, наоборот, было интереснее. Так что раз на раз не приходится. Так, что делать-то, что делать? Были планы добавить продольники, были планы вон порыбачить на удочку. Ну, солнце вышло, лед пока верх не держит, но он уже вон какая структура у него. Мягкий, он продавливается, еще немножко, и он будет проваливаться. Если будет проваливаться, вот где серый лед, там еще нормально. А где вот такие вот черные пятна, вот видите, да, черные пятна, это значит, там только верхняя корка есть, снизу, скорее всего, уже промыто, льда нет. А таких черных пятен с каждой минутой все больше и больше. Так что посмотрим прогноз погоды, как будет. Посмотрим берег, как размоет. Судя по тому, что каждый раз перебавляю сантиметров 15-20, может быть даже. Ну 10-15 точно вода прибыла с вчерашнего дня. Начала прибывать, значит у нас берег откроется. Берег откроется, будет проблематично выйти на лед. В общем, посмотрим прогноз. Если сегодня ночью будет заморозок, возможно, еще до завтра оставим. Завтра утром уже 100% снимаем. Если заморозка не будет, будет теплая погода, возможно, будем сниматься уже сегодня вечером, потому что выход на лед будет уже опасен. Как-то вот так. Ну, а сейчас будем пробовать на удочку. И вечерком еще прогуляемся по палкам, по удочкам. Если что-то где-то будет поклевка, обязательно покажем. Время у нас сегодня еще есть, солнце еще высоко, так что пока рыбачим. Сколько это будет продолжаться, не знаю, но пока рыбачим. Так сказать, идет закрытие зимнего сезона.
на реке Печора. На озере мы, конечно же, еще половим окуня, как по традиции. На Окуневом озере мы закроем сезон. Я так думаю, это будет еще не скоро. Так, у нас перевертыш. Что-то было, но ушло походу. Сейчас посмотрим, на что была поклевка. Уже забило все грязью. Так, опарыш вроде как целый, с нимфой. Червяк тоже вроде как целый. Странно, ветром что ли опять унесло. Немножко подмораживает. Вон, солнце только спряталось, на реке, на льду уже как бы тоненькие вот такие кристаллизуются. Ночью по прогнозу обещают -2. Так что мы, наверное, все-таки это все дело проверим и оставим до завтрашнего утра. А завтра утром придем сюда без червей, чтобы не было соблазна наживлять. Проверяем и сразу же все поднимаем. Сегодня, возможно, часть палок я отсюда уберу. В этом году попробую вытащить их на берег, чтобы на следующий год не искать, не рубить. Я понимаю, они, конечно, хуже, чем свежие палки. Они за лето высыхают и потом всплывают. Но где течения нету, на мелководье пойдут. Вот. И что у нас с Печорой? Вот, смотрите. Опасное место чуть выше нашей тропы. Вот оно. Почернело уже. Позавчера Дима здесь пытался пройти в сапогах. Верхний лед уже не держал. Было просто темное. А теперь вон, уже почернело. Не сегодня, завтра, послезавтра здесь будет уже вот полынья. Как бы до тропы еще место есть. Но рисковать уже не стоит. Сегодня еще оставим, так как минус ожидается. Если сможем опять же перейти. Нет таких. Нет, постараемся. Если мы снасти оставим, то все равно постараемся их поднять. Как-то на лыжах или что. Я так думаю, по заморозку. Вон. Рано утром, если пойдем, ночью подморозит, все равно верхняя корка держать будет. Времени нам хватит, чтобы поднять. Вон, смотрите здесь. Здесь я уже лучше пойду на лыжах. Вон здесь чернота. Здесь чернота. Вот. Ладно. Вот тут бы уже, конечно, лучше проходить на лыжах, но... Ого! Нормально, да? Сани уже... А нет, или я так ставил. В общем, возле саней все уже протаяло. Немножко берег там еще есть. Вот завтра попробую там пройти на лыжах. Сегодня еще надо. А здесь уже все смотрим. Все открыто. Все открыто. И глубина здесь как бы сразу идет. Нормальная глубина. Метр от берега это уже по помидоры. 2 метра от берега это уже по грудь. И тут еще метра 1,5, 2, 3 и пошло. Там опять идет мель. В общем, сегодня еще оставим. Сегодня еще проверим. Завтра 100% поднимаем. Сегодня уже посмотрел, -2. Просто только что насадили и опять поднимать это уже. Пусть они ночь еще постоят, половят и потом уже поднимем. Что у нас сегодня? Не густо. 2 подвязка, вязь. И вот тут вот еще один вот такой вот первую удочку, который вот хороший, крупный. Один крупный и один средний. Не густо. Сейчас еще пройдусь по палкам, подергаю. Может быть, до захода солнца что-нибудь да еще клюнет. Посмотрим.
Ну вот и все на сегодня. Время 6 часов, начало 7. Улов наш так и не изменился. Это вот такой вот язь, здоровяк. 2 подъязка. 2 хариуса. И 5 ершей. Все. Не пусто, но и совсем не густо. Вечернего клёва совсем не было. Если днем то там переворачивались удочки, что-то кто-то дергал, что-то поклевывал. Даже получилось поймать на удочку 1 хариуса. Вечером 2 раза почистил, очень сильно забивает. И ни одной поклевки, и даже ни одного ерша. Все черви целые. Продольники не вытаскивал, посмотрел, тоже не дергают. Немного живцов осталось. В общем, добавил еще 3 палки, чтобы обратно их не вести, потому что они больше не понадобятся, а одну ночь они еще половят. Все, оставляем все удочки, все снасти, все продольники пока еще на Печоре. Сегодня заканчивается март, завтра 1 апреля. Ну и постараемся выйти сейчас как-то на берег. Вот сегодня потрудился неплохо, перетаскал все палки свободные. Отсюда оставил только те, которые ловятся, чтобы завтра на это не тратить время. Завтра с утра начинаем подъем палок и все такое. 1 апреля будем смеяться над уловом моим, только не громко. Все, погнали. Пока еще не прощаемся, сейчас мы еще посмотрим, как я буду переходить. Главное не искупаться. Поехали. Что мы видим? Видим, что за день еще больше растаял лед. Чернота уже подходит рядом. Вот эта полоса черноты. Скоро, наверное, это тоже размоет. Вода прибывает. Вон, все почернело. Ну, надеемся на утренний заморозок, что верхняя корка будет держать. И главное сейчас вот как-то вот не провалиться бы. Как-то будет не провалиться. Что, попробуем с этой стороны. Льда здесь практически нет. Так, по веточкам, по веточкам. Пешня нафиг не нужна пока. Так, корыто. Держи. Пока держит. Пока держит. Так. Так. Ну все. Сегодня мы на берегу. Завтра также надо будет как-то перейти по утряне туда, все быстренько снять. Все быстренько поднять. И потом уже, как мы только перейдем на этот берег, будем сматывать вот эти крючки с палок, сворачивать палки в одно место и где-то к кустам привязать, чтобы не уплыло, унесло половодьем. И на следующий год попробуем с этими же палками опять по новой поставить палки в начале зимнего сезона. Ну что, Печора, матушка, спасибо тебе и на этом. Завтра встретимся. Завтра будем закрывать 100% зимний сезон на Печоре. Без рыбы не сидели, понемножку, но ловилось. И на том спасибо. Дальше рисковать не вижу смысла. Все, друзья, встречаемся завтра, 1 апреля, на канале Коми Рыбак. До новых встреч.